Тоюк, Хамус, Асохай в самом центре Москвы. В гостином дворе на главной выставочной площадке столицы якутяне презентовали нашу республику. Так, с выступления якутян началась масштабная художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия-2022». Она проводится во второй раз и объединяет тысячи мастеров со всей страны. Задача показать Россию во всей красе, показать от Дальнего Востока, от Якутии до Калининграда, показать и мастеров, и событийный ряд, и историческую составляющую, многогранность народов нашей страны, как каждый бриллиант переливается своими гранями, каждая республика, каждый регион. Показать и декоративное искусство, и прикладное искусство, и ювелирное искусство, конечно, народно-художественные промыслы. Кроме того, у нас этот год президентом объявлен годом народного искусства, поэтому все народное искусство показать во всей красе, тем более это выставка №1, которая самая первая выполняет все эти указы президента. Идея выставки – показать Россию как страну уникальных возможностей, в которой живут уникальные люди и творят красивые, прекрасные предметы искусства. Мы в этой выставке соединили культуру, искусство, традиции, наследие и показываем, что в России много чего есть интересного. Для нашей страны, чтобы внутри страны посмотрели, и для внешнего мира показать, что Россия красивая страна, уникальная страна, и здесь много талантов. В разных регионах живет. На выставку приехали мастера из 53 регионов России. Живопись, скульптура, резьба по кости, шитье, ковка. От такого разнообразия у посетителей может закружиться голова. Выставка действительно масштабная, 1500 участников. И для того, чтобы показать все работы мастеров, организаторам пришлось менять несколько раз экспозицию. И придя сюда дважды или трижды, вы будете удивляться каждый раз, потому что вокруг будет все новое. Якутия на этой выставке представлена как никогда разнообразно. Здесь можно увидеть, например, работы наших ювелиров, которые традиционно высоко ценятся и у покупателей, и у профессионалов. Ювелирное производство Якутии вызывает огромный интерес у представителей всех народов России. И особой популярностью пользуются ювелирные украшения из серебра, например, серьги. Вилюсь Тюлус на выставке представила народный мастер республики Анна Николаевна Семенова. Уже много десятилетий она воссоздает одежду, которую носили наши предки. Над этим уникальным костюмом мастерица работала 2,5 года, выверяя каждую деталь. Наряд получился настолько точным и аутентичным, что вызывает настоящий восторг у всех, кто его видит. Это традиционная шуба. На плече не должно быть швов. Вот если посмотреть на рукав, то он пришивается с расширением. Из-за этого подходят женщинам и 46-го, и 60-го размера. Это наряд богатой женщины. Шов рукава идет с этой стороны и сзади. Шуба сшита по традиционной выкройке и является точной копией музейного экспоната, который находится в Ярославском музее. Я ее сшила для того, чтобы люди видели, как наши предки одевались. Немалый интерес у посетителей выставки вызвали и изделия якутских кузнецов. Свои работы в столицу привез известный чурапчинский мастер Василий Попов. В прошлом году его уникальные ножи, инкрустированные драгоценными камнями, уже стали победителями нескольких международных конкурсов. Причем клинки Василия Попова не только надежные и красивые, на них нанесены особенные руны. Первый нож, который маленький лежит, и на нем жезл правителя, рисунок. Но я его скопировал с рисунка, но он означает себя. Себя – это совет. Совет с нижнего мира и с верхнего тоже. И они дают нам совет в срединном мире жить советами обоих миров. Работы Василия Попова уже настолько стали известны среди любителей и коллекционеров холодного оружия, что к нему в Москве выстраиваются очереди из желающих познакомиться с новинками, которые привез мастер. Работа кузнецов якутских мастеров всегда вызывает восторг и всегда дикий интерес. И всегда столпотворение из-за того, что человек руками делает такие произведения искусства. Это баклия, как пешня. Как топор.
Известный в России адвокат Алексей Бенецкий – большой любитель якутских ножей. Как только он услышал о том, что в Москву на выставку «Уникальная Россия» приезжают кузнецы из нашей республики, сразу же приехал присмотреться к новинкам. У меня и у сына якутские ножи есть. Прекрасная вещь для рабочей настоящей охоты. Замечательная сталь, качественные ручки. В общем, из того многообразия, которое сегодня есть и из Китая, там, из разных других стран, для того, чтобы чувствовать себя в лесу, на охоте, на рыбалке, это самое лучшее, что может быть. В рамках выставки прошла и отдельная презентация Татинского улуса. Из Татты в столицу приехала внушительная делегация. Это 21 мастер народных промыслов и деятели культуры. На главной площадке форума «Уникальная Россия» они показали отрывки из Алон-Хо, дефиле национальных костюмов, старинные обряды, угощали зрителей северными деликатесами. И по традиции презентация Якутии закончилась, конечно же, нашим традиционным танцем асохаем, танцем дружбы и объединения. Таким масштабным представлением делегация из Татинского улуса решила отметить сразу несколько юбилеев. 390 лет со дня воссоединения Якутии с Россией, 100 лет образования автономной республики, 110 лет образования Татинского улуса, 145 лет со дня рождения Алексея Елисеевича Кулаковского Аксикулягаляксе, 105 лет отца Хомуса Луки Николаевича Турнина. И творческим перформансом якутянам удалось удивить москвичей. Очень понравилось, очень необычное, да. Особенно девушка понравилась, которая играла вот на этом вашем и горловое пение. Восторг. И очень вкусная рыба у вас. Очень интересные, очень красивые наряды у вас, обычаи, угощения очень вкусные. И замечательно снят видеофильм с красотами. Все там, и северное сияние, и красивая природа. Ездя по регионам, смотря как презентуют свои регионы, я вот сейчас был впечатлен, как Якутия презентовала себя. То есть это красиво, ярко, интересно, насыщенно, оригинально. То есть я очень люблю Якутию, хочу ее посетить. Вот, надеюсь, в этом году уже буду. На выставку татинцы привезли не только концертные номера, но и работы своих народных мастеров. Их объединили в большую красочную экспозицию, которая привлекала всех посетителей форума. 42 кузнецов и мастериц отправили свои творения. Вот на выставке мы назвали свою выставку «Ис-Ус-Саха». Это декоративное прикладное искусство народа Саха. Представлены все виды работ, начиная от косторезного искусства, заканчивая до конского убранства. Тут из Беларуси один человек солидный пришел и выкупил вообще чораны, сёрё, как бы оптом. Оказывается, такие вещи бывают. Сегодняшняя выставка в таком прекрасном месте Москвы нам очень понравилась. Татинский улус славится своими мастерами и по железу, и по шитью и так далее. И мы сегодня, например, живущие в Москве, очень рады. Пришли и с таким вдохновением смотрели концерт. Якутия представлена на выставке не только на стендах мастеров из нашей республики. Вот, например, работы участников всероссийского конкурса «Ватные игрушки». И здесь знакомые нам всем Чисхан, Харчана и Баянай. Посмотрите, это просто какая-то фантастическая красота. Всероссийский конкурс «Сказки народов России» собрал больше 400 уникальных ватных игрушек со всей страны. И якутские мастера представили на суд жюри такие работы, которые покорили всех. У нас много якутских участников из Якутии. У нас есть прекрасные работы, которые, я надеюсь, что они займут не просто первые места, но даже гран-при. Вы знаете, национальный код России. Вот наш народ, он все-таки обладает каким-то внутренним чутьем, внутренней энергетикой, внутренним духом. Наверное, весь этнос якутский туда вложился. Это душа народа. И не только якутского, это душа всей России.
Художественно-промышленная выставка «Форум «Уникальная Россия-2022» завершилась. Это был настоящий праздник творчества, таланта и мастерства, на котором якутяне ярко и мощно заявили о себе. И организаторы мероприятия уже ждут умельцев из нашей республики на следующую, 3-ю выставку, чтобы еще раз показать всем уникальность Якутии. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.